Подтопленные дороги, дворы и дома – привычная картина для жителей улицы Габеча в периоды проливных дождей. Ситуация изменится после расчистки ливневого канала длиной более километра, отмечают коммунальщики. В центральный ливневый канал стекаются все стоки улицы Габеча и части соседней улицы Татарской. Сам канал идет от начала улицы Габеча и впадает в Маякское озеро. Несмотря на то, что периодически проводились работы по расчистке отдельных участков канала, они не приводили к желаемому результату. В некоторых местах канал был настолько засорен, что попросту сравнялся с землей. И только полная его расчистка позволит ливневой воде беспрепятственно стекать по каналу в Маякское озеро. Протяженность данного канала более километра, а ширина его до 5-6 метров и углубление до 2 метров. В данное время канал расчищается, уже ведутся работы 4-й день. Мы планируем недельный срок приблизительно, если позволит погодные условия, завершить данные работы по раскопке главного центрального канала, а уже потом будут продолжаться работы по мелким уже каналам, которые уже будут впадать в этот большой канал. Сами жители улицы Габеча рады долгожданным работам и благодарят местные власти. Они уверены, что расчистка канала изменит ситуацию на улице к лучшему. Лет 40 есть минимум, вот этот канал когда делали. Очень рады, что вот такой канал сейчас делают для нас, а то вода нас утапливает, все время мы мучаемся. Большое спасибо. Долго ждали. Приходилось стоять у подоконника, кофе пить, смотреть в окно и смотреть, как гамбузия плавает у тебя по двору. Слава Богу, надеемся, такого больше не будет. Спасибо администрации. Змеи ползают, дети у нас, внуки бегают. Ну сейчас, слава Богу. Спасибо. Работы по расчистке ливневого канала проводят коммунальные службы столичной администрации, спецавтохозяйства и ДРСУ за счет средств из городского бюджета. Ирена Джопуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.